ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 17:10. Конгресс-холл УГТУ. Сегодня начинается трехдневный фестиваль восточного танца «Северная жемчужина». Участвуют коллективы из Сосногорска, Воркуты, Кирова, Ухты, Вологды, Инты и Сыктывкара. Более 200 девушек в разных возрастных категориях, от самых юных и только начинающих танцевальную карьеру до профессионалов. Фестиваль восточного танца проходит в Ухте впервые. Руководители одного из самых популярных коллективов нашего города «Наргиз» давно вынашивали идею его проведения. Конечно же, так как это первый раз, это очень тяжело, потому что ты не знаешь, как лучше сделать, так или так. А сейчас уже, конечно, мы с Натальей уже так примерно понимаем, как делать второй, уже учтем все ошибки, нюансы, поэтому я думаю, в следующий раз будет легче. В первый день фестиваля проходит конкурсная программа среди детей. С подготовленными номерами юные танцовщицы выступают в номинациях «Классический восточный танец», «Фолк», «Шоу белли-дэнс», «Эстрадная песня» и «Импровизация», которая является одной из самых сложных категорий, ведь девочки не знают, под какую музыку им предстоит показывать свое мастерство. В этой номинации побеждает самая юная участница Виктория Непейна, представительница коллектива «Согдиана» города Сосногорск. Второй день фестиваля отведен для более опытных танцовщиц. Девушки также выступают во всех направлениях восточного танца. Представители коллективов демонстрируют как соло-программы, так и групповые выступления. Самой популярной и многочисленной категорией является классический белли-дэнс с привычными зрителю традиционными арабскими костюмами и характерными танцевальными движениями. Оценивают участниц приглашенные судьи из других городов во главе с именитой танцовщицей Анной Борисовой. Участницы должны показать великолепную технику исполнения, интересную хореографию, грамотную постановку танца, гармонию движений и музыки. Важную роль играет имидж танцовщиц, учитываются все детали – костюм, макияж, прическа. Но, как говорят судьи, самое важное – это передать дух арабской культуры и погрузить зрителя в экзотическую атмосферу Востока. Мощная энергетика, харизма, что является, можно сказать, самым главным в белли-дэнсе, так как техникой могут владеть все, но именно в арабском танце самое главное – это энергетика, это приковать взгляд зрителя, быть женственной, быть энергичной, быть притягательной и захватить, так скажем, аудиторию. Главной номинацией этого фестиваля является Гран-при Анны Борисовой, одной из самых известных и успешных танцовщиц, признанных во всем мире. За главный приз соревнуются 10 наиболее опытных участниц. В четверку финалисток входят представительницы 4 разных коллективов. Все девушки демонстрируют великолепные номера и превосходное владение техникой арабского танца. В завершении фестиваля в городском дворце культуры проходит торжественный гала-концерт. Он раскрывает интригу, кого же приглашенная гостья Анна Борисова выбрала как победительницу номинации Гран-при. Все 4 финалистки получают великолепные призы – жемчужное колье и подарки от спонсоров фестиваля. А звание лучшей танцовщицы удостаивается Алина Миллер, представительница ухтинского коллектива «Джуханна». Гала-концерт собирает лучшие номера всех коллективов. Выступления участниц поражают своей красочностью и непередаваемой энергетикой. Яркие костюмы, ритмы арабской музыки и артистизм танцовщиц очаровывают зрителей. Также для ухтинской публики выступает и сама именитая гостья, показывая истинное мастерство и превосходное владение техникой восточного танца.